В ноябре текущего года общественность Республики Саха-Якутия отметит 125-летие со дня рождения Степана Максимовича Аржакова, одного из первых революционеров-большевиков Якутии, активного участника борьбы за установление и упрочение советской власти, одного из создателей и выдающихся руководителей Якутской республики. Степан Максимович Аржаков родился 9 ноября 1899 года в городе Вилюйске в бедной семье чернорабочего плотника Максима Ильича Аржакова, о чем свидетельствует выписка из метрической книги Вилюйской Николаевской церкви. В 1907 году 8-летний Степа Аржаков поступил в начальное приходское училище. В 1911 году, после окончания приходского училища, 12-летний Степа Аржаков поступил в Вилюйское высшее начальное училище. За отличные успехи в учебе и примерное поведение получал грамоты, а в 1913 году был освобожден от платы за обучение. В 1915 году, после окончания училища, Степан Аржаков со своими друзьями поехали в Якутск, чтобы поступить в среднее учебное заведение. Так, в 1915-1916 учебном году поступил в Якутскую учительскую семинарию. Степан Аржаков, проходя обучение в Якутском реальном училище в 1917 году, вступил в кружок Емельяна Ярославского. Здесь он подружился с Платоном Аюнским, Максимом Амосовым, Исидором Бараховым и другими. Наставники обучили якутскую молодежь вести агитационную работу, организовывать митинги и выступления, выпускать и распространять листовки. Эти навыки им вскоре пригодились, когда 23 февраля по старому календарю 1917 года грянула февральская революция. Степан Аржаков, как один из самых активных и способных сторонников большевиков, участвует в создании Союза чернорабочих якутов, политического объединения бедняков. Затем с аналогичной целью его отправляют на малую родину Вилюйск. В 1918 году стал комиссаром Вилюйского уезда при Центра Сибири. В 1920-1921 годах учился в Коммунистическом университете имени Светлого города Москвы. Весной 1921 года был назначен заведующим якутским отделом в Наркомате по вопросам национальностей. Был одним из инициаторов получения автономии Якутии. Работая в Москве, он долго и упорно добивался этого статуса для своей малой родины. В 1923 году, после получения статуса автономной республики, вернулся в Якутск и возглавил Наркомат внутренних дел и ГПО. В 1924 году был председателем Совнаркома Якутии. В 1925-1926 годах был наркомом торговли и тогда же на короткий срок становился первым секретарем местной ячейки ВКПБ. С 1926 года по 1930 год он обучается в Московском промышленно-экономическом институте и получает высшее экономическое образование. На тот момент он один из самых подготовленных руководителей в правительстве ЯССР. В начале 30-х Степан Аржаков – нарком снабжения, затем нарком земледелия. Его усилиями Якутия впервые создает материально-техническую базу сельского хозяйства. В 1937 году он снова занимает должность председателя Совета народных комиссаров, далее становится начальником жилищного отдела Якутского городского совета. Аржаковы в Якутске жили по улице Каландрашвили в небольшом деревянном доме. Семья была большая – мама, папа и 3 детей. Жили дружно, слаженно, их всегда окружала внимательная и оптимистическая атмосфера. Обстановка в доме была простая, уют в доме придавали шторы, занавески и коврики, вышитые Варварой Ивановной. Она была замечательной хозяйкой, вкусно и много готовила, стряпала, умела готовить якутские блюда. Ее стараниями создавался уют и покой в доме. Варвара Ивановна прекрасно владела якутским языком. Главным богатством в доме были книги. Книги для детей подбирались и покупались родителями продуманно. Детей любили, всегда обращали внимание, расспрашивали о делах. Душой дома был отец. Его ждали, все старались рассказать, что произошло за этот день. Вечером за ужином долго беседовали. Дети тоже говорили, что было интересного в школе, детском саду.
Отношения между родителями были основаны на любви, уважении и понимании друг друга. 5 февраля 1939 года Степан Аржаков был арестован по необоснованному обвинению, исключен из партии как враг народа. Проходил по процессу 25 в апреле-мае 1940 года. Аржакову было предъявлено обвинение участие в повстанческой КРО по статье 58.2, 58.11 УК РСФСР. В январе 1942 года его опять заключили в следственный изолятор Чалунского РО НКВД и 5 марта 1942 года приговорили к высшей мере наказания – расстрелу военным трибуналом тройкой войск НКВД по Дальстрою. 17 мая 1942 года приговор был приведен в исполнение. Жизненный путь Степана Аржакова во многом характерен для якутской молодежи того периода. Яркий взлет, полет мечты и столкновение с жестокой реальностью, которая сделала из молодых парней умудренных опытом мужчин с тяжким грузом ответственности. Кто они? Поколение мечтателей, революционеров, вершителей судеб и жертв репрессий, навечно оставшихся молодыми. Простые парни, волей судьбы, получившие в свои руки республику и оказавшиеся к этому не готовы, но не снявшие с себя ответственности и уберегшие свой народ от печальной участи забвения, или посланники судьбы, рожденные в нужное время в нужном месте. Живет в сердцах якутян вечная память о славном сыне народа Степане Максимовиче Аржакове, посвятившем свою жизнь делу процветания родной Якутии и ее народов.